Ужас Сулейменов. Одна война закончилась другой. Одна война закончилась другой. Мой дядя, брат отца, ушел на фронт. Ушел он добровольно, я не помню, но помню, от бессонницы ушел. Все реже в домик приходили письма. Потом пришло одно. В нем говорилось: мой дядя пал хорошей смертью храбрых. А я не понял, и был счастлив я, увидев слово «храбрый». Дед не плакал, решил старик, застенчивый, угрюмый, проехать полстраны с голодным внуком, чтобы разыскать могилу сына. Дед не разрешал сынам своим лежать в чужой земле. Я помню полустанок, сной, бесхлебье, разбитая земля, остовы танков, голодное варье пустых вокзалов, сожженные деревни и коровы, разбухшие от порыжелых трав. Я помню реки, 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 дожди, то моросящие, то ливни, стволы осин, дубов заплесневелых. Глина, глина, глина по колено нам показали дядину могилу. Она была за маленькой деревней, едва просохшей после серых ливней. Над мелкой речкой глиняный бугор. Дед помолился и пожевал на свая. А я глазел на глиняную землю. Она была земля почти такую, как и наша, только мокрой, я запомню. Мы просидели день у тихой речки, до темноты следили ребятишки. Дед плача пел арабскую молитву, а я гонял травинкой муравьев.